Аджинджел Эрмолай Кесугович, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований. Окончил Сухумский педагогический институт в 1961 году. С 1962 по 1992 год заведовал различными отделами Абхазского государственного музея. Принимал участие в экспедициях музея как во всех районах Абхазии, так и в Аджаре среди абхазов и в Карачаево-Черкесии среди абазин. Эрмолай Аджинджел – участник многих международных научных конференций. Ряд его работ опубликованы по линии ЮНЕСКО на итальянском, французском и английском языках. Круг его научных интересов весьма широк. Это история музееведения, религиоведения, международное право и так далее. Эрмолай Аджинджел – автор 4 монографий и более 60 научных статей. Был депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия 2-го созыва. Награжден орденом Ахтзапша 3-й степени. Наука и государство. С таким докладом вы выступали на одной из научных конференций. Совершенно справедливо вы говорите о роли науки в государстве. Но если позволите, я хочу зачитать одно место из вашего доклада. Вы говорите: я не помню, что вы после войны какую-нибудь новую монографию или книгу где-нибудь обсуждали. Почему таким образом складывалась все эти 20 лет ситуация в этом плане? И кому вы адресуете этот вопрос? Я вообще всему нашему, так можно сказать, научному сообществу. Какую роль в этом вы отводите в выработке этой политики нашему научному сообществу? Насколько я понимаю, вы за внятную, реальную, рациональную, научную, научно-техническую политику в государстве. Хочу еще раз подчеркнуть, что в законе о науке, принятым парламентом и утвержденный президентом Абхазии, в статье 12, там написано, что правительство Абхазии обязано и должно выработать фиксированную политику в области науки. То наука – это мозг государства, это, вы знаете, это, как сказать, как компас корабля. Ни Академии наук, ни институты, никто не знает, ни правительство Абхазии, никто не выработал вот эту политику в области науки. Они, кстати, платят деньги, к сожалению, платят деньги, не имея никакую политику в области науки. Второе, не имея заказа. Вы давно занимаетесь историей христианства в Абхазии и другими вопросами тоже. Но в то же время в нашей передаче вы предложили другую тему о титулатуре абхазских царей. Почему? Как вы обоснуете выбор такой темы? Я отвечу на этот вопрос тем, что христианством сегодня профессионально занимаются. Вот архимандрит, Бар, вы знаете, Дорофей, он окончил, он кандидат наук, сейчас в Греции аспирантуру проходит, монографию первую часть написал. Я отказался, поэтому титулатура – это не просто номинация или там, скажем, это признание вообще того периода, окружающее вот это государство, как называют царя, как величают, а этим самым признают. Поэтому я считаю, это имеет непосредственное значение для этнической истории абхазской нации. Спасибо. Здравствуйте, друзья, поклонники нашей передачи, дорогие студенты. Наша зрительская аудитория расширяется. Давно в нашем проекте не было историка и исторической темы. Вы знаете, очень много написано по Абхазскому царству, но споры вокруг Абхазского царства, абхазских царей и вообще по всем вопросам, которые касаются Абхазского царства, они вызывают бурные споры научные, и это происходит давно. В эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. Гость нашей программы – историк, научный сотрудник отдела истории Абхазии, Абхазского института гуманитарных исследований
Ермолай Кесугович Аджинджел. Добро пожаловать. Значит, моя тема называется так: о титулатуре абхазских царей. Ну, я сейчас не хочу, у нас времени тоже нет, чтобы там пространную, там это дешифровку, там или как называется, значит, о титулатуре говорит, но дело в том, что титулатура – это очень важная, как сказать, номинация для не только для царей, для руководителей государства, но и всего государства, всего народа. Титулатура – это означает признание сопредельных стран и государств, о котором речь идет, а кому это кому было достойно было вот название такого-то вот самой такой номинации. И коротко, если так, это перечень видов достоинства и компетенций, выраженного в вербальной форме величия царя или правителя, отраженных в официальных документах и других документах. Очень важно еще то, что у нас, у абхазов, в том плане, что вот мы говорим здесь абхазское царство, но, на мой взгляд, это немножко уничижительно мы называем. Это было абхазское государство, полноценное, да. Еще я конкретно буду говорить еще, которое было уже основано с начала II века нашей эры, по крайней мере, вплоть до XIII века. Да, не то, что там говорят, что абхазское царство было VIII-X век. Я кое-что буду здесь процитировать и проиллюстрировать, да. Ну, в традиции Востока и вообще и на Западе тоже, значит, не только вербально излагались титулатура на бумаге, но и также вот те цари, которые писали письма другим вельможам, другим государствам, они тоже прикрепляли к своим бумагам, своим письмам так называемые выслые печати, значит, золотые буллы, так называемые. Вот мы знаем, что в VIII веке нашей эры, значит, на греческом языке написано такое, была найдена выслая печать абхазского царя VIII века в Пицунде, она опубликована, и там написано на греческом языке Константинос Абазгиас. Это говорит о том, что в то время, видимо, официальным государственным языком нашего государства, видимо, было греческое. Это не потому, что мы там отсталые или там на обочине находились, но вообще греческий был тогда по всему, можно сказать, не только региону и миру, он был как официальный язык, так потом становится официальным языком вообще Европы, латынь. Да. Значит, ну, еще хочу коротко сказать о том, что известные у нас из истории грузинских авторов о том, что там письменных источников царь Абхазов, Картлов, Кахов, Ранов и так далее. Вы, наверное, знаете, в источниках из литературы это, ну, я не могу это как-то не отрицать, значит, по-другому я не могу говорить, но Ачабадзе считал, что это все же общегрузинский мир. Но хочу обратить ваше внимание на то, что еще в начале X века, вот Ирина Шатаевна хорошо знает, она окончила аспирантуру в МГУ, она занималась именно Византией, она знает, что был в начале X века был такой трактат, сделан Константином Благонародным о церемонии. Это на греческом языке написано «фундаментальный труд». Да. В этом труде там говорится о том, что, значит, там целая градация, значит, положения тех или иных государей. Вот, например, в этом труде написано, что абхазским царям тогда обращались с такой номинацией. То есть это была как бы титулатура «христолюбивый», значит, славный владетель Абхазии. Да. Ну, я хочу тут маленький комментарий сделать, вот, чтобы люди не говорили «владетель», говорят, что это немножко... Но дело в том, что только лишь
это Ирина Шатаевна знает, это византийский, скажем, вот Византия, вот этот центр, только лишь они называли себя Басилевсом, царями, но остальные все, там и не наши соседи, всех называли тогда именно, кроме себя, всех называли вот так вот владетелями, да. Ну, также о титулатуре наших царей можно еще заполучить из письма Константинопольского патриарха Николая Мистика. Вы, наверное, знаете, Николай Мистик оставил огромное количество эпистолярного наследия. И среди них три письма прямо адресованы абхазским царям, разных нумераций. Ну, так по очереди печатания, по времени печатания, там есть такой 57-й, 165-й, вот так. Ну, собственно говоря, вторым по печати, по публикации, но первым мы знаем, что первое письмо было адресовано абхазскому царю Константину III. И хочу сказать, что в этом письме, значит, он так говорит, что нашему царю, нашему правителю так говорит, что, значит, сын наш, это греки, то есть византийцы, все сопредельные государства, их называли как сын Текнон Эмон, сын наш называли. Это не унижение, это говорит о политической связи Византийской империи с сопредельными с тем государствами и народами. Да. И в одном из этих письмо написано: «Ты, сын наш, с царским достоинством себе ведешь, мол». Это говорит о том, что уже они называли царями. Раз вы называете их царским достоинством, так они считали их царями. И там же есть еще один очень интересный момент. В одном из письма он говорит о вашем гостеприимстве. Вы понимаете, это в начале X века. Уже в начале X века было написано о том, что мы сегодня гордимся о нашем гостеприимстве. Это где 9-й год, по-моему, X века. То есть, когда мы говорим, когда наши культурологи, этнологи изучают абхазское, то как-то Апсуара, да, мы тогда должны иметь в виду, что еще с X века, с начала X века, то есть одна из компонентов Апсуара – это гостеприимство. Это вообще гостеприимство не просто там накормить человека. Это дипломатия, это, знаете, это связи, это вообще, это политика. За столом решали все. Так что еще хочу обратить ваше внимание, что в одном из этих письмо, значит, говорит: «Я вам посылаю, говорит, накидку, так называемую». А по другим там болгарским материалам мы знаем, что накидка это была так называемая тиара, обшитая пурпуром, там всякими золотыми всякими. Это было царское одеяние, царская форма одежды. То есть здесь уже говорится о том, что у нас было не просто какой-то там, это самый правитель по периферийному, но государство было. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что еще и в Грузии тоже в наше время, в советское время, они опубликовали вот такой грузинские документы 10-х и 15 веков на русском языке в Москве. И там есть титулатура одного из царей Абхазии, царь Баграт IV. Да. Царь Баграт IV. Там написано, что Баграт – царь Абхазов, Куропалат Востока, Новелиссимус всего Кавказа. Это тоже говорит о том, что уже сами грузины признали о том, что в то время у нас было Абхазское царство, независимо от Грузии. Да. Хочу, я не знаю, может, это не все знают, хочу очень внимательно послушайте, мог ли стать он сам, этот Баграт IV, абхазом по национальности, доказывает один очень интересный материал. Дело в том, что дочь Михаила, дочь вот этого Баграта IV, Марта, она была замужем за 3
византийских императоров. Значит, Михаила Дука, а потом за Никифора Батанята, а потом за там, Алексея Камнина. Что получилось? Первый раз, когда она замуж вышла, ну там получилось, что у нее сын родился, сын назвали Николай. Молодец, этот сын был, значит, да, уже с дочерью французского царя, они были помолвлены. Одним словом, когда она поняла, что первый царь, за кого она вышла, не хочет наследство передать ее сыну, она помогла заговор против него, и она спихнула. Она принимала участие в отстранении от этого самого, от престола, от первого мужа. И за второго то же самое она начала. Она, когда видела, второй муж тоже не может ее сын сделать этим самым наследником, то есть отцом, она тоже помогла. За третьим царем тоже, ну, там был раскрыт заговор, ну, ей пришлось уйти в монастырь. О том, что на самом деле она была абхазской, говорит, вы, наверное, слышали, знаете, Иоанн Цец, это эрудит XII века, крупнейший специалист. Вот когда вот эта дочь, дочь Баграта IV марта замуж выходила, прабабка Иоанна Цеца сопровождала ее как родственница. Она находилась там, в Константинополе, в царском дворе. Марию, которую назвали Марту, назвали при замужестве Марии. Вот Марию, они знали, что в историографии называли ее Аланкой. Дело в том, что ее мать была Аланка, она была дочерью аланского царя. Видимо, ее называли Аланкой, потому что она говорила по-алански, потому что мать была Аланкой. Но Иоанн Цец говорит, что это, говорит, моя родственница, говорит, моя прабабка с ней сопровождала, говорит, она была абхазской. Это, значит, написано на греческом языке, переведенный на русском языке, издан Пипиковым в Москве. Все это говорит о том, что и Баграт III, он мог быть по национальному происхождению, Баграт III и Баграт IV, все Баграты, это раз он абхазец, они тоже могли вот быть такими, да. Кроме этого, хочу, вот, когда речь идет о титулатуре, Аристокерт Ластиверди, значит, армянский писатель, пишет, что вот тот Баграт III, о котором мы знаем, что Баграт III со своим отцом в Армении, в местечко Хавчич, греческий император принял и отцу дал титул этого просто правителя, а сыну Баграту дал Куропалат. Куропалат – это как придворный, такой, очень такой престижный такой был. То есть это когда мы говорим о том, что о Баграте III, об Абхазском царстве, и там тоже уже была эта номинация, была от греков была получена, что они уже не отец, этот самый Регвен, что ли, как этот, а сам он стал выше своего отца, как говорят, грузина. Но это тоже, пока мы не знаем, он грузин или армянин, это еще нам предстоит очень много изучить. Да. Но я хочу обратить ваше внимание на одно очень интересного материала. Этот материал лежит в Тибридской библиотеке и называется «Тарасол», то есть письмовник. Этот письмовник, Тарасол, тоже в этом письмовнике тоже идет перечень. Перечень, как вот царей, вельмож, там, скажем, фамилия, имя, кто они такие. В этом перечне, очень интересно, что в этом перечне говорится, что по абхазскому царю Давиду Строителю называется абхазским царем Давид Строитель. Это на персидском языке. Мы же знаем, что Давид Строитель был грузинский царь, а там на персидском написано, что это абхазский царь. Там же есть письмо, клятвенное письмо царицы Тамарии, подписанное клятвенное письмо абхазов, так она подпишет. Да.
Это тоже говорит очень интересно. Еще что интересно, в этом письме, на греческом языке уникальные, там потрясающие. Вот я вам прочту вот такие вот номинации. Итак, под номером 47 Малек ал-Вазари ал-Абхаз ва ал-Хазар. То есть Абхаз первым стоит. Малек ал-Малук ал-Абхаз. Абхаз стоит. Малек ал-Отара ал-Абхаз ва ал-Хазар ва ал-Шаки ва ал-Алан. В общем, здесь около 17 царей, которых мы вообще не знаем. Везде первым стоит царь, то есть ал-Абхаз. Ал означает, Малек означает на арабском и персидском языке абсолютный монарх. Ал означает княжеский род. Но меня больше всех интересует титулатура абхазских царей, как было написано в начале 13 века в этом письмовнике. Я еще раз хочу, если может быть, вот я оставлю один из экземпляров моих, если кто хочет, вы потом это ксерокопию делаете. Я прочту титулатуру абхазских царей. Я не хочу похвастаться как абхазец. Я не понимаю, я не знаю, вот патриот вообще не должен хвалить свой народ. Но такую титулатуру, то, что я сейчас вам прочту, ни у французов, ни у франков, ни у англичан, ни у испанцев, я, по крайней мере, нигде не читал. Я вот процитирую, значит, она была переведена молодым ориенталистом Эшба. Абхазский царь какой номинацией пользовался, какая титулатура была. Великий соборный, возвеличенный царь, представитель знатного рода, могущественный правосуд, превеличие страны и государства, защитник христиан, покровитель последователей Иисуса, самодержавец наследственных престолов и корон, Стефанос Востока и Запада. Стефанос – это венец Востока и Запада. Хранитель веры Бога, царь царей Абхазов, Шаков, Алан, помощник Мессии и так далее. Второй текст тоже, хотя второй текст, который я буду цитировать, тоже титулатура. Но почему-то это не царю адресовано, а абхазскому народу. Да. Но это титулатура абхазского царя. Я вам еще это тоже прочту. Тоже перевод Эшба. Доброжелательный владетель, эмир и главнокомандующий, великий правоверный, прославленный победитель, значит, государь страны, оплот божественных учеников Христа, прославляющий страну обитателей христианства, укрепитель христианской веры, защитник царства Абхазова Алан, богатырь, рыцарь, герой. Почему я до сих пор не знаю, герой Армана, царь Эмиратов, Шахов, Половцев, Хазар. Вот я хочу еще здесь обратить наше внимание на то, что в этих перечнях почему-то входят, здесь, когда я читал, вы, наверное, не обратили внимания, я быстро читал, тут входят Рум и Рус. Значит, получается, что в царство Абхазов входило и Рим, и как будто и Россия. Но дело в том, что тот комментатор, который издал этот материал, пишет, что Рус называется не Тмутаракан, а другая часть русских, оторванные от большой России, где-то за Северном Кавказе жили, мол. Так он интерпретирует, издатель этого материала. А что касается Рум, это ясно, что Трапезунская империя, которая была благодаря царице Тамаре, ее армии была эта Трапезунская раса она считала себя абхазским царством, ее называли, и тогда, значит, это была Трапезунская империя, Рум поэтому называется. Когда Владислав Ардзин защищался, я был на защите диссертации. И там один из оппонентов был заведующий кафедрой Древнего Востока Азербайджанского государственного университета Джафаров. И вот он меня подвел к нему, говорит, я его пришлю, говорит, в Азербайджане, я знаю, что очень много материалов по истории Абхазии. После вот этой защиты, когда мы сюда вернулись, я поехал в Азербайджан. В Азербайджане вот этот Джафаров, завкафедрой Древнего Востока, меня сопровождал, меня возил везде.
И бывал я у директора Института востоковедения Зия Бунятов, академик, лауреат Ленинской премии, другим. Самое знаменитое в востоковедении, у него около 13 даже европейских аспирантов сидели, Сара Ханум Ашурбейли. Потом многим меня повели. Вот куда бы я ни приходил, все они говорили, что у нас в Азербайджане огромное количество номинаций от абхазов. Даже от Сумгаита до Дербента археолог рассказывал, около 20 местах там абхаз есть, мешает нам, говорят, вот это топоним абхаз, говорит. Более того, до 1900, я еще раз хочу, чтобы это я все из писем, до 1900 даже 28 года в Азербайджане даже был район Абхаз назывался. Еще, вот я вам процитирую одну очень интересную вещь. Там был такой, я сейчас, может, не найду, да, область со своим, Базгун, страна со своим языком, который простирается вот к местам, где стоит это самый знаменитый, значит, это самый крепость, да, написано. Хочу еще раз, хочу добавить то, что вот Базгун – земля со своим языком, который простирается до Каспийских ворот. Да. Потом еще есть гунны азербайджанные тоже. Там тоже говорится о том, что возле Дербента жили. Но самым удивительным, интересным для истории Абхазии вообще никто не знает, и здесь вообще то, что в VI веке часть абхазов были переселены в Северный Азербайджан. Да, это пишет Табари, 14 томов у него, в одном из томов, в нескольких местах это упоминается. Там не только были Абхазии, но там были еще несколько кавказских, там осетины были. Я спрашивал, за что они были переселены туда. В источнике у Табари нету, за что переселили. Они говорят, что ширванские вот эти стены, да, ширванские стены, которые спускаются от Махачкалы, от Дербента туда, как мы сегодня к берегу укрепления, так спускаются эти самые. Вот для строительства, говорят, абхазы вроде бы были строителями. Они как бы строители были. Что очень интересно, вот эти люди, абхазы, строители, как мне объяснили, почему вот вы знаете, что Ширвашидзе, Ширван, говорим. Кто-нибудь вообще вы читали, откуда это Ширван? Оказывается, эти Ашурбейли, Зиабунятов и другие мне сказали, что это, говорит, те абхазы, которые выслужились, стали мастерами, в социальную прослойку свое место заняли, говорит. Их начали называть Ширван-Заде, говорит. Ну, Заде по-турецки, вы знаете, брат означает, но по тем этим самым, это было какой-то тоже самый своеобразный титулатура была. Но часть этих абхазов, которые, они уже возвращались к себе домой, очень долго шли по территории Картли и вообще это Грузии, Ширван-Заде превращается, как они объяснили мне, Ширвашиде. Вот такая дефиниция в этом плане тоже. О том, что вообще Грузия, я извиняюсь, как непрошенный Шамба написали, потом некоторые сейчас наши ученые тоже, вообще есть такое понятие, что вообще Грузия как такое никогда не существовало. Даже, вы знаете, значит, этот самый трактат, который был в 1783 году, Георгиевский трактат, там не Грузия была присоединена к России, была Картли и Кахети, то есть Грузии-то как таковой не было. По сути дела, некоторые говорят, что до Советского Союза или вообще до российского присоединения Грузии вообще как таковой не было. Но Хакани, азербайджанский поэт Хакани Ширвани, в своих письмах, он пишет, что в то время Грузия называлась как Абхаз. Но не Абхазия, почему-то Абхаз. Еще вот здесь я хочу процитировать вот такое, значит, сообщение видного азербайджанского путешественника, географа, 15 века.
Ну, Абдар, Рашид, Ибн Салых, Ибн Нури, Ибн Бакуфи, сокращенно Бакуфи. При описании Аррана, обратите внимание, арабское название Кавказской Албании. Бакуфи пишет: Арран – область между Азербайджаном, Арменией и страной Абхаз. То есть в XII веке там ни Грузии не было, страна Абхаз называется. Там протекает река Алкур, это по-арабски Кура, берущая свое начало в стране Хазаран, Хазария по-нашему, затем текущая по стране Абхаз. То есть Кура, где течет, это северная часть отсюда, там где-то сами, там тоже, оказывается, в средние века, вплоть до 13 века, называлась Абхаз, да. Здесь, видите, 2 раза даже Бакуфи упоминает Абхаз, не называя Грузию, да. Ну, естественно, мне, знаете, я хочу здесь при вас напомнить, эту книгу, вот что я сейчас процитировал, мне подарил очень потрясающий, красивый, интересный такой, есть такой человек, Олег Кучевич Лакар, он учитель по, наверное, вы его знаете, по спорту и других, да. Собственно говоря, почему так получилось, что как в азербайджанских, так и персидских, так и в греческих первоисточниках там говорятся, значит, Абхаз говорятся, а в грузинских средневековых нарративных письменных источниках почему-то мало. Вы знаете, это получилось от того, что почему, например, вот скажем, в арабских, персидских источниках до монгольского периода Багратиди именуется как Давид Строитель, другие как цари Абхазии. Да. И вот я хочу сказать, что Бартольд, великий историк Бартольд, у него есть отдельно, знаете, Абхазия называется статья. Там он тоже пишет, что цари Абхазии тоже назывались, грузинские цари назывались Абхазиями. Вот еще есть такой один Кедрин, греческий. Если кто-нибудь знает, первая часть карты Сховреба на греческом языке без перевода, рядом грузинский, там написано, что эти все грузинские цари называются там как Абхаз по греческому проходит. Да. Еще, значит, что интересно вот здесь, да. Даже Иван Александрович Джавахишвили, главный историк Грузии, и то он писал, что арабские источники тоже нынешнюю территорию Грузии называли как Абхазию. И цари тех времен тоже называли Абхазией. Это еще Иван Джавахишвили тоже писал. Да. Почему же так получилось вообще? Ну, наверное, вы задаете, как получилось. На мой взгляд, это так обусловлено тем, что в XVIII веке, вы, наверное, знаете, значит, там собрал грузинский царь, собрал своих как бы ученых мужей, взяли все источники, переписали и справили, подправили. Даже на этом материале некий Григорий защитил диссертацию. Называется «Ахали карты Сховреба», новая карта Сховреба. Сам Григорий, вот, хотя он грузин, патриот грузин, он пишет, что этот карты Сховреба настолько был изменен, что не узнать, мол, что там было написано. То есть они немножко, как вам объяснить, они исказили историю. Даже о том, что грузины переписали, что нельзя прямо ссылаться на грузин, писали Дюбуа де Монпере, Клапрот, Сен-Мартен и другие, даже сам один из крупнейших, кстати, Мари Брассе, около 400 статей имеет на французском языке, около 40 статей. Я сам не понимаю, я французский нигде, габаз, я в Ленинграде в отделе Руссику, я смотрел, около 40 статей на французском языке посвящены Абхазии. У него даже есть, значит, перечень абхазских владетелей, значит, владетелей с 13 века до 16 века, которые мы вообще не знаем. Так что и там тоже мы должны поработать с французскими источниками. Перед всеми абхазоведами, особенно историками, когда вы будете писать, делать, уже просто ссылаться, прямо взять и ссылаться на грузинских источниках, не проверяя их, не сверяя их с арабскими, персидскими, греческими, там другими, это невозможно. Это будет, то есть,
фальсификация. Мы тоже, кстати, у нас очень много фальсификаций в нашей историографии. Не потому, что мы плохие. Дело в том, что у нас нет... Я потом в конце хочу сказать маленькую синтез, то есть, что нам нужно делать для этого. Почему, скажите, вот Ингорокуа, он... Видите, знаете, Георгий Мерчули книгу написал, почему вдруг они взвинтились, когда увидели, что не грузины, какие-то абхазы, которые, как они называют, пришли с Северного Кавказа, область за областью, завоевывая сперва Менгрелия, вот это сперва Лазика и другие, дошли до Картли, до сами, вплоть до Кахети дошли. И они говорят так, это не может быть, это сами грузины были, не могли чужие люди завоевывать. Дело в том, что они были именно абхазы. Я в этом стане, я что хочу сказать, что они были абхазы, а то не бывает так, чтобы кровь проливали, убивались за чужие территории, чтобы чужое какое-то государство делать. Это мы абхазы. О том, что вот этот перенос столицы от Анакапии в Кутаиси тоже с этим было связано. Кстати, у Макиавелли тоже есть об этом хорошо. У нас есть такой Жидков, вы, наверное, знаете, политолог, молодой парень, он написал «Бросок малой империи» называется. И там он хорошо описывает, почему абхазская столица была переведена, значит, в этом самом. Это от того, что, говорит, абхазы завоевали, говорит, Кутаиси, и туда перенесли, говорит, как Мехмед II завоевывал, эти Эридни перенес свою столицу в Константинополь. Да, это он очень, молодой парень так и описал. Что я еще хочу сказать? Давайте заглянем все же у грузинских источников с XVIII века. Что же, как их называли абхазы? Вот я хочу, значит, процитировать. В 18 веке, значит, солидную монографию грузинского автора Вахуш Багранева с названием «История царства грузинского». Вот что там написано, цитирую. «И после всего Баграта, он умер в 1014 году, Баграт III, который мы называем, он был Баграт II по абхазской номинации, в Абхазии установилось царство Багратидов». Нота бене, и царствовали эти абхазские цари в Абхазии 199 лет. То есть и царствовали эти абхазские цари в Абхазии после Баграта 199 лет, то есть до 13 века. Это грузин пишет, не я пишу, не кто-нибудь здесь, да. Еще. Далее читаем. «И сел на Рим Давид царем Имеров лета Христова, в 1259 году». Обратите внимание, с 1200, с этого времени Давид и следующие за ними цари называли царями Имеров, а не абхазов. Сами пишут о том, что до 13 века все цари, и Давид строитель, и царица Тамара назывались абхазскими царями. И в этой связи я хочу напомнить, что Михаил Михайлович Гунба, очень потрясающий человек, благородный, я с ним на раскопке несколько раз бывал. Вот у него есть несколько книг, одна книга называется, значит, как называется, да, «Абхазия в первом тысячелетии». Вот что он пишет, что он писал, что Абхазское царство, возникнув с начала II века, а уже в 766 году, расширившись за счет территории Дариона и дальше просуществовало вплоть до 13 века. Некоторым нашим ученым немножко не нравится, что он так пишет. Ну а что делать-то? У одних такое мнение, у других такое мнение, так что здесь никого нельзя винить. И вообще нельзя винить никого, что они плохо писали. У нас было, Абхазия была коммунистической колонией Грузии, невозможно была история Абхазии. Абхазия говорит, это нам запрещали, это другое время было. Вы, не дай Бог, чтобы больше это не возвратилось. Вы то, что с нами было, что мы переживали, вы этого не знаете. Ну, завершая вот это данные, я что хочу сказать, что еще в 1956 году, обратите внимание, американский ученый, вот этот профессор Джорджтаунского университета Кирилл Томанов написал
на французском языке, на английском языке, в французской газете «Муссейон», не газете, журнал «Муссейон», называется «Хронология абхазских царей» и другие вопросы называются. Что интересно, он так пишет, что во втором, вот это я прошу, нота-бене, во втором веке, это пишет американский ученый, во втором веке объединенная колхида называется. Не просто грузины называют колхида, одна там гомогенная, однонациональная, а объединенная колхида распалась на несколько родоэтнических государств. Вы знаете, он употребил слово, это самое, есть такой, значит, племенной вроде, он родоэтнических. Да, тогда в то время было первое государство, отсюда и начиналось. Да. Одним из них было государство Абхазия. Это было сказано в 1956 году о том, что американские ученые, что Абхазское царство начиналось со II века, Абхазское царство было, к сожалению, до сих пор никто не цитировал. Да. Еще хочу здесь еще сказать. Даже и наш ученый, наш знаменитый, Юрий Воронов, он во время войны, по-моему, да, во время войны написал книжку «Абхазия кто?», да, эксклюзивная, да. Вот там он пишет, вот сейчас я процитирую его. Древнейшими раннеклассовыми государствами Абхазии были царства Санигия, Апсилия, Абазгия, фиксирующие в источниках с первого века нашего. То есть, правда, я извиняюсь, я очень уважаю, это был большой патриот, интересный, но все в то время так писали раннеклассовые. А, кстати, в происхождении государства классовое не было. Были государства, где никакие классовые расслоения не было, а не были государства, в каких где классовые расслоения было. Много интересных вот таких толстых монографий написано о происхождении государства. Я, кстати, я хочу, чтобы если здесь историки сидят, прежде всего, в первую очередь, все же государство и происхождение государства – это очень важная область в историографии Абхазии. Этим только надо не там, как раньше мы изучали сегодня. Это карты в руки, да. И здесь хочу маленькую такую, значит, сделать. Алексей Луманович, вы знаете, по Паскири, он называет, то есть, как бы технологию. То есть, вот эту технологию, еще начиная от Ингорохова, грузины начали переначивать, фальсифицировать историю. Вот то, что они, грузины, делали сегодня, на это огромное количество книги выходит в Тбилиси. Вот такие толстые книги выходят сегодня. У них есть абхазское общество, историческое общество, у них есть там абхазские, огромное количество. Я одну книгу, вы, наверное, хорошо знаете, Папа Скири, да, Зураб, который, он написал вот огромную книгу, вот такую толстую книгу, там он называет, что это Абхазия, мол, такой, Абхазия, как бы, знаете, вот, знаете, вот интересно, в объеме 538 страниц с предисловием, 22 глав с заключением, примечаний и резюме на английском языке 33 страниц. То есть называется книга «Абхазия без фальсификации». К сожалению, вообще книга, она является от начала до конца фальсификацией. Он в заглавном, это в самом титульном странице пишет, что Абхазия. И наша задача, кстати, я не знаю, нужно открыть ли в Академии наук или в нашем институте специальный отдел, который будет заниматься этим делом, в том, что огромное количество грузин выдают на гора, как шахтеры уголь добивают, дают. И огромные деньги они тратят на источниковедение, переводят, они делают, а мы в этом плане, я хочу сказать, что мы пока не так уж, как положено, мы не работаем. Заканчивая, хочу сказать, что еще один момент. Симона Шхацава тоже хочу, чтобы вы знали. В своей книге «Пути развития абхазской истории» писал, что несомненно, что в это время, имеется в виду позднеантичный период,
что в этой Абхазии, значит, Абхазию и Черкесии представляли одну государственную единицу. То есть, я еще хочу сказать, чтобы вы не поддавались никакие провокации, чтобы не поставили нас с черкесами, это мы братья, мы должны. Ну, а то, что касается здесь, я не привел в хронологическом плане этих царей. Вот о них написано у Досифея, Натара, у Брассе, у Жордания, у Такайшвили, у Селезнева, у Томанова, у Коллауца. И моя брошюра тоже написана. У Дениса Чачхаля, Татья Гыцба, Виталий Бганби и другие. То есть, конечно, все это, я не говорю, что я здесь как инстанцию, там это все. Нет. Это еще придется нам изучать. И самое главное, что я хочу сказать, нам нужно открыть одну классическую гимназию в Сухуме, открыть в университете классическую филологию. Нам нужно детей послать по лимиту в Москву на восточные языки. Вот владея этими языками, по крайней мере, если будете хорошо владеть английским, все там есть. Ну, благодарю за внимание. Ермолай Кесугович, мне бы хотелось задать вам несколько взаимосвязанных вопросов. Считаете ли вы дату 786 год датой образования Абхазского царства? Второй вопрос. Приводит ли смена династии Леонидов на Багратидов к 978 году к смене Абхазского царства на так называемое Грузинское царство? И третий вопрос. Согласны ли вы с тем, что распад Абхазского царства приходится именно на 1293 год, а не на 1259? Спасибо. Первое, то, что Абхазское царство возникло, я здесь я прямо скомканно говорил, со II века начало Абхазское царство. А то, что вы говорите, в 900 году, это было трансформация, расширение, так мы можем. И вообще мы должны называть как-то вот это государство. Кстати, еще, тут очень интересный момент. Мы когда говорим о Псиле, о Базге, это греки делили, наши недруги, все делили. Мы должны какую-то номинацию найти. Это было, как еще у нас что делается, Ирина Шадаровна? Значит, археологическую, культуру приписывают как этническую культуру. Помните, вот иногда по телевизору тоже мы видим там и там. То есть у нас очень большая проблема стоит перед тем, чтобы вот то, что вы сейчас задали вопрос, чтобы это научно, обоснованно на основе первоисточников нужно делать. Хочу сказать, что тоже нельзя винить их, что в советское время нельзя. Мы входили, Абхазия была коммунистической колонией, Грузии была. Как мы могли вообще слово сказать, что историю Абхазии написать, не называя? Это идет, вот это атавизм, так называемая советская идеология, она происходит, пока у нас присутствует. Кстати, у нас во всех пока сидит вот это маргинализм, вот это как рабская, вот эта коммунистическая идеология, у нас у всех сидит. Это нельзя, я тоже, такой же сами мы все. Так что это будет пока вы, специалисты, на основе этих самых первоисточников не выпрямите, не исправите все это. Меня зовут Хута Батраш, студент второго курса исторического факультета. У меня к вам такой вопрос. Связанный с абхазским католикосатом. Я хотел бы узнать ваше мнение о создании абхазского католикосата. Ну, и хотел бы также узнать, какое ваше мнение о антиохийских патриархов Досифея и Макария, их источниках об абхазских католикосах. Спасибо. Вы имеете в виду католикосов или... Антиохийские католикосы, Патрикий и Досифей, которые писали. Досифей, Натара, что я хочу сказать. Вы знаете, наверное, история иерусалимских патриархов. Да. Она лежит в спецхранилище в Ленинской библиотеке. Мы с своим сыном поднимались, 2 человека еле поднимают. Там написано... Не Абхазское царство, история Абхазии царя Баграта. Так и написано на греческом языке. Написал вот тот же самый иерусалимский патриарх. Там так и написано. Да. Ну, к сожалению, я не знаю, пока вот это отец Дорофей, да, архимандрит Дорофей, у него, если он пишет, то у него, наверное, уже есть перевод. То есть
Это написано на греческом языке, история Абхазии, царя Баграта называется. То есть Константинопольский патриарх, это был вот этот самый Натара, это уникальный был человек, образованный человек. Он не мог ошибаться, он нашу. Ну, опять-таки, у нас нет специалистов. Вы знаете, я один момент скажу. Художник без перевода может Тициана, там Микеланджело читать. Композитор Вагнера, это ноты не переводятся. Но наша-то история, все написано на греческом, на персидском, на других языках. Нам надо изучить, не смотреть на них, кто там напишет, грузине напишет. Самим надо с сегодняшнего дня в рабочее время за счет государства, в университетах, в учреждениях, везде мы должны языками заниматься. И создать вообще классическую такую, как сказать, восточных языков, я не знаю, в университете или вообще, как я говорил, может, начнем с классической гимназии. Вы могли бы мне назвать периодизацию арабского нашествия, Мурвана ибн Мухаммеда меня интересует, на Кавказе? Скажу одно единственное маленькое. Мурван, круг, который мы называем, извините, здесь он никогда не был. Да, здесь не он был. Его тест, по-моему, был, да. Там, я сейчас не помню, он никогда не был, это я знаю. Он тогда где-то в это время где-то воевал. Я это в востоковеческих этих сам я смотрел. Это тоже надо как-то. Это идет от вот этого самого грузинского источника. Да, так оно идет, да. Это тоже, значит, там много надо изучить. Вот у грузин есть такой источники по истории Грузии. Около 200 книг они издали. В каждую книгу вот так глаза закрой, ткни пальцем, там найдешь об Абхазии. Но мы-то этим делом не занимаемся, вот в чем дело. Мы не занимаемся источниковедением. Хотим историю написать, а источники не изучаем. Как можно заниматься, скажем, хочешь урожай хороший иметь, не посадить, ничего не делать. Я не знаю, это я извиняюсь, но тут очень много проблем перед нами стоит. Вы то, что занимаетесь сегодня, то есть впервые в истории абхазской нации происходит возрождение субъективности. То есть мы как сфинксы, наполовину там еще не люди, не знаю, как были. Вот с начала вашей лекции мы уже начинаем, мы уже субъекты, а не объекты. Мы сами уже можем о себе говорить и о других говорить. Большое вам спасибо за ваши лекции. Спасибо, спасибо. Да. Вот, на самом деле эта тема очень интересная, и она очень сложная. Правильно было сказано, что нужна очень большая работа с источниками, тем более, что источники написаны на разных языках, и работа с ними, она очень сложная, потому что без специальной подготовки иметь, скажем, обоснованное мнение или иметь возможность сделать качественную оценку каким-то событиям, явлениям и так далее, это невозможно. Средневековая история Абхазии, она очень сложная, но она, правда, очень интересная. У нас есть очень много фактов в этой истории, которыми мы можем гордиться, но, конечно, нужно правильное их понимание, осознание, восприятие и так далее. И поэтому, в общем-то, мы должны будем к сложным вопросам истории Абхазии возвращаться в нашем проекте, в нашей программе еще не раз. Надеюсь, что это случится. Но что касается нашей темы сегодня, о титулатуре абхазских царей, так называлась тема. На самом деле титулование абхазских царей – это очень сложный вопрос. Им занимались и занимаются историки уже давно. Мне кажется, что есть одна такая исходная, может быть, на которую надо опираться для того, чтобы все-таки не создавать совершенную такую путаницу в этом вопросе. Например, что касается византийских источников, да? То, что византийские источники не называют абхазских правителей, то есть правителей Абхазского царства царями, в этом
нет никакой такой трагедии. Мне кажется, что здесь просто нужно хорошо знать саму византийскую историю. Надо знать теорию власти Византии, политическую доктрину, которая была в Византии имперскую. И в контексте вот этих знаний уже можно будет объяснить себе, почему византийские власти не титуловали, не только, кстати говоря, абхазских царей, да, абхазских правителей, но и правителей других стран и народов царями, потому что у них была имперская доктрина, которой, значит, такое титулование царями не соответствовало, и они следовали своей концепции, своей доктрине. И только дважды за историю Византии византийские власти нарушали это правило или эту доктрину. Имеется в виду историю с болгарами и историю с франками, которые практически силой вырвали у Византийской империи титул Василевса, титул царя. Мне кажется, что к этой теме еще можно вернуться и, может быть, более четко все-таки попытаться проанализировать те же грузинские источники. Да? Сколько бы мы там ни говорили, что их там переписали, переделали, все это возможно, но в то же время я считаю, что летопись Картли — это бесценный источник по истории Абхазии. Да? Другое дело, насколько мы подготовлены для правильной интерпретации и понимания многих вещей, которые там заложены. Естественно, мы понимаем, что никто полностью и целиком не полагается на средневековых летописцев. Да? Мы не можем верить и внимать всему, что они писали. Когда мы, скажем, обсуждаем с вами на лекциях, скажем, повесть временных лет, мы же знаем, сколько споров возникает и сколько сомнений у специалистов, у источниковедов, у историков древнерусской литературы по поводу, скажем, достоверности или недостоверности информации, заложенной по многим вопросам в повести временных лет. То же самое можно говорить о грузинских источниках, именно о тех грузинских источниках, в которых написано много именно по истории Абхазии. Я думаю, что вы не успели, хотя я вот читала вот в вашем письменном варианте, очень интересный такой момент. Вы, наверное, слышали, что сохранилось наследие эпистолярное константинопольского патриарха Николая Мистика. Замечательные письма, замечательные просто по содержанию, по сути, как источник, и слог замечательный, просто настолько хорошо они написаны, и перевод тоже очень хороший. И я хочу сказать, что сохранилось всего лишь 3 письма, которые адресованы абхазским царям. 3 письма. Из них вот именно в одном письме, хотя в других письмах, обращаясь к абхазским царям, Николай Мистик не употребляет титул царя, не обращается как к царям, он говорит эксусиаст, там, магистр и так далее, но избегает слова царь, да, или титула царя, но тем не менее случилась то ли некая ошибка, то ли некий промах и так далее, да, то ли все-таки в какой-то момент, может быть, вот и императорская канцелярия, кстати, она за всем этим так сильно бдила, как говорится, но момент такой проскочил, и поэтому, завершая вот нашу лекцию сегодня, я думала, что вы сегодня это, кстати говоря, скажете. Дело в том, что давным-давно, в начале 1989 года в МГУ я защищала кандидатскую диссертацию «Абхазское царство и Византия в 8-10 веках». Но практически это еще было время, когда нам не разрешали защищать, писать такие работы и так далее. С большими трудностями, но это произошло. Но потом я немножко, вы знаете, отвлеклась от науки, и долго я возвращаюсь в эту науку. И 2 года назад меня буквально заставили ту диссертацию в таком виде, в каком виде она была защищена тогда именно в 1989 году, не меняя ничего, кроме там стиля, где-то в каких-то местах, издать. Потому что Валентина Александровна Амичба, она буквально заставила меня начать готовить эту работу к публикации. И, конечно, Олег Хохутович Багажба, научный редактор этой книги, он сказал, что это необходимо сделать, и мы издали эту книгу. И я думаю, что кому интересно,
они могут прочитать, но я понимаю, что я это писала в очень молодом возрасте, но ни от одного слова я не отказываюсь. Единственное, конечно, многие вещи я, конечно, больше, может быть, обосновала бы и развила бы сегодня уже, понятно, в более зрелом таком возрасте я это сделала бы кое-что по-другому, но что касается концептуальных вещей, по которым я тут высказываюсь, я от них не отказываюсь. И вот, завершая нашу передачу, просто для вашего слуха хочу именно обратить внимание на то письмо Николая Мистика, где он говорит о царском достоинстве Георгия, царя Абхазского, Георгия II. Вот, там, пожалуйста, немножко кусочек большой, но тем не менее. Георгию, властителю Абхазии, благодарные люди, особенно те, которые Богу достоил власти, должны отличаться от других добрыми делами, и не столько телесным благородством, сколько должны быть озарены духовно. Мы слышали, сын наш, что ты именно такой, и это радостно. Просим Бога, который есть причина всех добрых дел твоих, дабы он все более и более украшал тебя такими благородными качествами. Образ твой, как властителя, показан с наилучшей стороны, но после ухода твоего из этой тщетной жизни озарит Господь твоих наследников, которые взойдут на трон твоими свойствами и не утратят ничего от отцовской доброты и счастья. А что ты пишешь о болгарах, то не знаю, что это за наказание Божие. Злая вражда длится, и благой мир не приходит. А ты, сын наш, по царскому достоинству, подчеркиваю, и обычаю храни чистоту дружбы, будь готов к союзу в войне, и если настанет необходимость, все требуемое исполни как великодушный долг, дабы и здесь проявилась твоя добродетель и верность в дружбе. Огромное вам спасибо. Я думаю, что главная польза от лекции, мне кажется, заключается в том, что вы пробудили интерес. Это очень важно. Я понимаю, что очень многие моменты, они спорные, они нуждаются в обосновании, в дальнейшем развитии и так далее. Но зато я думаю, что всем было очень интересно. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. Спасибо большое.